Накануне неизвестные сорвали митинг сторонников Алмазбека Атамбаева, Эмирбека Бабанова и ряда других политиков. Напомним, что митинг проходил у памятника Манасу. Участники требовали собрания депутатов парламента для избрания легитимного премьер-министра. Во время выступления политиков на площадь подошли неизвестные лица. Произошла толкотня, люди бросали камни и пластиковые бутылки в сторону Алмазбека Атамбаева и Эмирбека Бабанова. Далее отдельные участники митинга стали уводить политиков по машинам. В сети появилось видео, где митингующие пытаются избить Бабанова, а неизвестный человек несколько раз попытался выстрелить в машину, в которой находился Атамбаев. По мнению экспертов, эти события говорят о том, что мы уже вышли из рамки человеческой логики. И все это усугубляется тем, что в этой ситуации безответственно ведет себя президент и наш парламент, которые совершили неслыханное безобразие своим бездействием в этой ситуации. Кроме этого, политики, пришедшие из форума на площадь, зная, что там их ждут сторонники Садыра Джапарова, живут не по закону, а по понятиям, считает политолог Канабек Усманалиев. По его мнению, осужденных политиков не за политические взгляды, а за экономические преступления после недавнего освобождения из мест не столь отдаленных не имеют моральное право выступать перед народом. Более того, вчерашнее столкновение на центральной площади – это целенаправленная провокация со стороны Атамбаева и Бабанова, считает аналитик. Значит, жажда власти затуманила их разум, и они целенаправленно, осознанно пошли на это. Такие действия должны караться очень сурово законом, и народ сам должен принимать решения. И самое главное, они ни в какой счет не принимают народ Кыргызстана. Никто их не уполномачивал, например, выйти на площадь, создать два лагеря и столкнуть этих молодых людей, которые являются надеждой нашего завтрашнего дня. О том, что все эти события, написанный сценарий, говорят и пользователи соцсетей, к которому сторонники Атамбаева и Бабанова тщательно готовились. К примеру, накануне в социальные сети был вброс аудиозаписи депутата, а также кандидата от партии Атамекен Рыскельды Момбекова. Есть предположение, что он говорил с кандидатом в депутаты Узарбеком Дюлкабаевым. В аудиозаписи Момбеков говорит о том, что на митинг едет весь Иссык-Куль, Тюб и создадут ажиотаж. Мен киши болсо керек деп ойлогом. Кече аз болуп калды дейм. Өткөндө да аз болуп койгон болар. Жөн эле 7000 киши стоп. Кан атасыңар ашадан, еди сир ашадан коркот Сашаң, Садырың. Аша келтирес, камчы сенен дырайын, ак үйдү алам деп көтүң шымың айрып алдың. Это еще два слитых в интернет разговора уже депутата партии Республики Атажюрт Кенжебека Бокоева с каким-то спортсменом. В первой записи Бокоев интересует, оповестил ли его собеседник парней из села о приезде. Кенжебек Бокоев говорит, что если не получится привезти мужчин из сел, то нужно подтянуть из города. Бензин и все остальное обеспечим, уверяет депутат. А это вторая запись. Здесь депутат говорит о парнях какого-то Шаршена. Кенжебек Бокоев говорит, что опять нужны мужчины здорового телосложения. Напомним, что Кенжебек Бокоев кандидат от партии «Республика». Именно республикада эле эмес, именно активно мында келип туруп, беде кытышып, тирешип, мушташып керек болуп немеде турган позицияда жүрө турган немелерди канчаны уюштура аласың? Агитатор болуп тутуп, мкн коебуз деген балдар, түшүнүктүү, мына бийликти эртең алабыз дегендер. Жакын турбадыңбы? Көрүп аттың да барын туурабы? Ошого жарай тургандар керек да, ошол трибунадан керек болду деген беркилерди ыргыта тургандар. Сейчас Кыргызстан переживает страшные дни, когда общество раскололось на множество частей. Теперь очень важно, чтобы премьер-министром стал независимый, опытный управленец, который сможет привести страну в правовое русло и не даст отдельным силам украсть нашу независимость и суверенность. Политика там всегда доминирует вот это интересы, да? Печально очень, что сиюминутные интересы, их вот это все доминирует у них, и вот это все пришло к этому. Атамбаев готовился, у нас был сигнал, что он готовится, собирает людей, не только людей собирает, есть у них там оружие некоторые выдают, мы об этом знали. Мы слышали, не знали, слышали мы об этом, потому что было опасение. Оказалось, все это не очень так
страшно. Другая сторона, оказывается, более был подготовлен. Другая сторона была более так, у них палки были, камни были, даже стреляли. Отметим, что накануне президент Сооронбай Жээнбеков ввел на территории Бишкека чрезвычайное положение, которое действует до 21 октября. Айда Бекова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.